Но насколько ухудшилось положение, можно, наверное, судить по состоянию дел в первую очередь в профсоюзных учреждениях культуры. На грани закрытия Дом культуры «Юбилейный» в поселке Хатыми. Там уже не работает киноустановка. Хотя Поссовет, конечно, взял под опеку здание Дома культуры, пока что еще не решен вопрос дальнейшего финансирования, содержания штатов культработников этого Дома культуры. Пожалуй, такое же положение в Чульманском Доме культуры «Геолог». Здание в аварийном состоянии, профсоюзы его содержать не могут. Геологи, как выражаются они, на картотеке, то есть в долгах. Такое же положение, пожалуй, и в Доме культуры «Геолог» в поселке Беркакит. В Беркаките, пожалуй, скоро закроется Дом культуры «Маяк». ССМП проводит сокращение. Наши известные дома культуры, Дом культуры 40-летия Победы и ДК Якутия в поселке Серебряный Бор, тоже сейчас находятся в тяжелом финансовом состоянии. Пожалуй, я могу отметить только дома культуры железнодорожников, которые сейчас не закрываются, а наоборот изыскивают возможность для того, чтобы увеличить зарплату культработникам, обеспечить какой-то рост материального обеспечения. В тяжелом положении оказались самоокупаемые детские коллективы. На протяжении 4 лет мы их развивали, мы набирали детей в эти платные кружки за родительские взносы. Сейчас в связи с дороговизной жизни эти кружки находятся в состоянии закрытия. То есть для того, чтобы их содержать, нужно взвинчивать родительскую плату. Родительскую плату взвинчивать до такой степени, что, конечно, посещать эти коллективы смогут только дети обеспеченных семей, а не дети, например, талантливые или способные, из которых могут вырасти художники, музыканты, поэты. Государственные дома культуры и клубы находятся немножко в лучшем состоянии, потому что бюджет Горсовет в этом году утвердил достаточный, немножко выше тех лимитов, которые дает Министерство культуры. И, пожалуй, конечно, они смогут завершить этот год своей работы без каких-то особых убытков. Повышается зарплата культработникам, а денег под это не выделено. Их не могут выделить ни предприятия, ни профсоюзные комитеты, ни государственный бюджет. Если сказать о работе театра кукол, то это чисто бюджетное, профессиональное учреждение культуры, которое находится на бюджете, на дотации. И вроде бы здесь мы должны быть спокойны. Но вы, наверное, знаете, в каком здании находится театр кукол. Это очень холодное, уже старое здание. К тому же в нашем положении сейчас оно не может иметь буфета. Почему-то у нас сложилась такая ситуация, что для того, чтобы был буфет в учреждении культуры, учреждение должно платить Орсу дотацию. Я думаю, может быть, со временем это положение исправится, но сейчас вот так вот оно и есть. Это, конечно, и отсутствие жилья, квартир для актеров театра, для его работников. Проблем очень много. И первая, конечно, проблема – это нужно хорошее здание, здание в центре нашего города. А сейчас хочу сказать о нашем музее, который вот уже 6-й год существует, но еще как музей не работал. То есть в нем проводились, конечно, выставки. На первом этаже у него есть 2 зала, которые работают на приезжих выставках. Но вот экспозиции такой, какая должна быть в музее, в нем еще нет. Хотя дело двигается уже к завершению. В прошлом году по инициативе Леонида Афанасьевича Торговкина было выделено 300 000 рублей на создание экспозиции музея. И сейчас она уже вступает, ее строительство этой экспозиции вступает в завершающую фазу, сдерживает, как обычно, вы, наверное, догадываетесь, недостаток материала, в частности, витринного стекла для витрин. Наша библиотечная система одной из первых в республике перешла на новые условия хозяйствования. И вот
С 3 по 8 июня у нас здесь будет проводиться республиканский семинар, то есть библиотекари из республики приедут, в общем-то, обменяться опытом, вернее, взять опыт нашей библиотеки Нерингринской себе на вооружение. Вы знаете, что библиотека у нас находится, в общем-то, довольно уютном, красивом помещении, но оно недостаточно для нашего города. Это помещение детской библиотеки, так называемый объект здания на 100 тысяч томов. Там же у нас сейчас помещается и взрослая библиотека. Если кто в выходные дни бывал там, то видел, что в читальном зале просто не хватает мест. По проекту в нашем городе должна строиться еще одна библиотека, взрослая, на 300 тысяч томов. Это в районе улицы Ленина. Должны ее строить по линии энергетиков. Но пока что к строительству еще не приступали, хотя энергетики, конечно, от этого объекта не отказываются. У них, кстати, в этом месте еще один объект, кинотеатр на 800 мест, от которого они еще тоже не отказываются, но и строить пока что не приступали. У них в данный момент должна начаться стройка в поселке Чульман, Дома культуры. Детские музыкальные школы в этом году завершили учебный год, завершили большими, красочными, отчетными концертами. Побывали наши музыканты в Новосибирске. И вот с 1 по 10 июня наша Аида Ахметова поедет сдавать экзамены в музыкальную школу при Новосибирской консерватории. Это уже будет 3-й ребенок из поселка Чульман, из нашего района, который будет учиться в консерватории в городе Новосибирске. Я хочу сказать, что кроме 6 музыкальных школ в нашем районе, появилась еще одна школа, детская музыкально-хоровая школа «Соловушка», которая, в общем-то, уже завоевала популярность среди наших горожан. Наверное, поэтому ей такое внимание уделяют и спонсоры. Я недавно встречался с руководителем этой школы, он попросил передать благодарность. У нас появились в этом году новые коллективы школы бального танца «Пластика» и «Надежда». Хочу отдельно сказать, что школой бального танца «Пластика» руководит Юрий Петрович Русин. Это пропагандист не только бального танца, но и пропагандист изобразительного искусства. Те выставки, которые проходили у нас в городе, вот и сейчас в Доме книги проводится выставка художников Гришаева, Большакова и Русина. Это все организовано им. В кинотеатре «Октябрь», если вы помните, проводилась выставка художников Корякина, Корнилова, Юхимчака. Как Семен Иванович Корякин – это как раз пропагандист детского художественного творчества. И в данный момент он собирается с работами своих юных художников, своих воспитанников в Хабаровск на Международный фестиваль детского творчества. Задача, я считаю, не только отдела культуры, горсовета, но и, пожалуй, задача всех нас, горожан, сейчас поддержать в данный момент культуру, не дать ей уйти на более низкий уровень. У нас в городе образован фонд развития культуры и искусства. Я сообщаю вам расчетный счет 72050 в коммерческом банке Нерингри. 72050 в коммерческом банке Нерингри. На этот счет уже поступают отчисления от предприятий, от тех предприятий, которые работали на Субботнике, на Ленинском, от тех предприятий, которые просто хотят оказать поддержку коллективам художественной самодеятельности города, нашим музыкальным школам, библиотекам, театру и прочим учреждениям культуры. Я обращаюсь к вам, наши сограждане, поддержать эту инициативу и по мере сил, возможности перечислить на этот фонд ваши сбережения, ваши накопления, прибыль ваших предприятий, часть прибыли я имею в виду, конечно.